Мы приветствуем вас в студии 11. Среда, пик недели, сил много и до выходных всего чуточка. Мы поможем вам настроиться на хвостик недели, подскажем, как сохранять физику эмоций и химию чувств. Вот что мы приготовили для вас на ближайшие полчаса. Физика в нашей жизни. Удивительные вещи у нас дома. Я пропустила эффектный опыт, хотя, конечно, потом таких было немало. Сердечные арбузы и звездные огурцы. Геометрическая растительность. Коми Style Records. Кто он? Коми Тимати. Плохо развита музыкальная культура в нашей республике. Катя, как думаешь, почему какие-то школьные предметы становятся любимыми, а какие-то нет? Вообще, когда начинаешь хорошо разбираться в чем-то, тогда формируется интерес к той или иной науке. Но старт этим увлечением всегда дает учитель. Это мое мнение. Например, мой учитель по математике изучала с нами дроби на шоколадках, а про прямые, лучи, точки рассказывала через сказку-мультфильм, который сама и нарисовала. Как можно было не полюбить математику? Ну да. А физика? До сих пор расстраиваюсь, что болела, когда у моего класса был первый урок. Я пропустила эффектный опыт, хотя, конечно, потом таких было немало. Физика для меня до сих пор мир открытий, и я засматриваюсь видео с разными эффектами и опытами. Знание элементарных законов физики позволяет удивить. Например, вот этому фокусу меня научил в детстве папа. Сейчас не обязательно передавать знания из поколения в поколение. Достаточно включить компьютер, залезть в интернет и вуаля, удивляйте! Экспериментировать можно с чем угодно. Например, вот такие овощи и фрукты выращивают в Японии. Тысяч подписчиков во ВКонтакте, миллионы просмотров на Ютубе. И это в свои 18 лет имеет сыктывкарский блогер Никита Чернов.
Но и этого молодому человеку мало. Недавно он вместе с единомышленниками создал первый в республике музыкальный лейбл Iced Out. Узнаем подробности. Никита сегодня у нас в гостях. Привет. Здрасте. Никита, привет. Почему такое название музыкального лейбла? Ну, вообще, получается, у нас есть большая проблема в республике с артистами. Как будто всем кажется, что их будто бы не существует. То есть очень плохо развита музыкальная культура в нашей республике. И название исходит отсюда Iced Out, то есть как-то размороженные. То есть как будто мы размораживаем нынешнее поколение артистов в нашей республике. А можно пояснить, кстати, что такое лейбл? Лейбл — это, получается, как творческое объединение, но несет небольшую коммерческую подоплеку. Плюс там есть некие иерархии свои, то есть если в творческом объединении все отвечают за все подряд, то здесь конкретно есть у кого-то свои личные должности, кто-то как-то продвижением занимается, кто-то занимается видеосъемкой музыкальных клипов тех же, кто-то отвечает за связи с общественностью, с прессой, кто-то за коммуникацию, например, со студиями, где записывать треки или где снимать клипы. Получается, это такое некое объединение исполнителей, творческих людей. Вообще, кто собрался сейчас в вашей компании? Мне пришлось, к огромному сожалению, переслушать около 100 рэперов. Почему? Потому что очень тяжело было пытаться не выплеснуть кровь из ушей. Я на полном серьезе говорю, очень плохие треки у большинства рэперов нашего города. Но я искал именно тех ребят, которые по большому счету могут просто разорвать как коми-рынок музыкальной музыки, могут разорвать как коми-рынок музыки, так и на всю федерацию выстрелить. И из 100 или 150 людей, которых я переслушал, я нашел буквально 3, которые сейчас нравятся и молодежи, то есть в этом тандеме хип-хопа, попсы и новые школы рэпа двигаются, и все получается у них. Ты, получается, выступаешь как исполнитель и как продюсер. Вот в чем твой функционал? Исполнитель есть только в редких таких фитах, совместках, а так мой главный функционал как продюсер, то есть я назначаю концерты. Уже у нас была недавно презентация нашего лейбла в Максе делали. Собралось много людей, много школьников, всем очень понравилось, и, естественно, была обратная связь, то есть они все начали слушать наши треки. В дальнейшем у нас планируется огромное количество мероприятий, концертов, договорились с правительством Коми и с Минкультом, и будем выступать на всех городских и республиканских площадках в этом году, летом. То есть очень неожиданно, но приятно. Как продюсер еще я занимаюсь продвижением этих самых треков и дальнейших клипов у исполнителей в социальных сетях. И, главное, чтобы артисты тоже оставались довольны. То есть у нас в первую очередь не стоит коммерческая цель, у нас стоит цель показать. То есть у нас свои мыслители, свое видение музыки у каждого из ребят, то есть каждый в своем жанре гораст. И у нас главная цель показать то, что может, а потом уже коммерция, может быть, со временем придет. То есть мы просто пока развиваемся, показываем ребятам, насколько мы круты в музыке. Спасибо большое, что пришел в студию. Мы желаем творческого продвижения и успехов, да, чтобы и вдохновение всегда было, и получалось все. Но мы знаем, что приготовили сюрприз для телезрителей телеканала «Юрган». Да. Что это будет в 3 словах, и пригласим к экрану. В 3 словах не получится, попробую более кратче. Вышел клип. Прямо у вас премьеру на Юргане делаю. После этого я уже выложу в интернет. Решил Юргану отдать должное за все самое лучшее. Клип делали довольно быстро на совместный трек с Алекс Кором. Это второй представитель лейбла. Тоже очень интересный исполнитель. Сделали песню, достаточно попсовую, но людям она очень понравилась, вследствие чего мы захотели снять на нее клип. Клип делали быстро, но все получилось очень круто, и, честно говоря, все, кому мы уже показали, были, мягко говоря, в шоке от того, насколько хорошее и высокое качество. То есть, скажу, заверяю вас, в Сыктывкаре таких клипов еще не снимали. Итак, премьера на Юргане. Смотрим. Она любит, когда все идет по плану. От нее не убежать никуда. Милые люди сводят меня с ума. В медленном танце кружится голова. Снова и снова все взгляды на ней. Время бежит все быстрее и быстрее. Она хочет со мной, для нее я бэтбой. Время постой, усталость долой. Ночь проведу только лишь с ней одной. Она будет со мной, она будет со мной. Эй, детка, подари мне
себя. Эй, детка, подари мне себя. Девочка просто беда. Девочка просто беда. Девочка просто беда. Девочка просто беда. Не надо говорить о ней, и так все знаем. Летаем наверху, с ней только вдвоем. Девочка-бомба словно взрывает. Время летит, а мы не замечаем. Кажется, мне нет, она со мной рядом. Не надо, не надо. Много, так много ее, она будто везде. Мне нужна так, как будто она. Снова встречаем рассвет, после выключим свет, и мы будем сниться. Девочка просто беда. 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 Первые 15 минут программы просто пролетели. Нацеливаемся на вторую часть. Это еще цветочки. Интервью с чемпионом России по флористике. По первому образованию я биолог и долгое время взаимодействовал с растениями. Готовимся к Пасхе. Какой кулич выбрать? В этом году на Сыктывкарском хлебокомбинате планируют выпечь более 100 тысяч куличей. Творческий порядок. Изучаем ассортимент магазина. К нам ходят совершенно разные люди. Немного о праздниках. 4 апреля отмечается неофициальный профессиональный праздник День веб-мастера. Дата этого праздника выбрана не случайно. Если присмотреться, можно заметить, что цифра 4.04 очень напоминает по своему написанию ошибку 404. Страница не найдена, имеющая прямое отношение к работе веб-мастеров. Тех, кто занимается разработкой веб-сайта или корпоративного приложения в интернете. А еще сегодня необычный и, я бы даже сказала, странный праздник. Международный день крысы. Идея учреждения этого праздника принадлежит американским крысоводам, которые таким образом решили почтить своих хвостатых любимцев, декоративных крыс. А потом эту идею подхватили крысоводы и из других стран. Дата была выбрана в связи с тем, что это день начала работы Red List, самого старого интернет-ресурса, посвященного декоративным крысам. А еще 4 апреля 1932 года американский биохимик Чарльз Глен Кинг впервые выделил витамин С. Этот витамин играет основную роль в образовании коллагена, который необходим для роста и восстановления клеток тканей, десен, кровеносных сосудов, костей и зубов, а также способствует усвоению организмом железа. Как знала, заварила чай с шиповником, так что давай витаминизироваться. И заодно узнаем, что интересного происходит в нашей республике от наших коллег из службы информации. Фигурист Дмитрий Алиев сделал передышку в своем насыщенном графике и отправился в Ухту. Туда он прибыл тайком, сделав большой сюрприз родным и поклонникам. В родном городе Дима решил сдать нормы ГТО, таким образом снова проявляет свой характер бойца. Именно его волевые качества и привели юношу на уровень мастеров. Конечно, не обошлось и без сложностей, ведь конкурировать во взрослом спорте пришлось с фигуристами совершенно другого уровня. Это такой уровень колоссальный, где все готовы показывать
показывать себя на максимум, проявлять себя. Они грызутся зубами уже за победы, потому что каждый хочет стать чемпионом мира или олимпийским чемпионом. Жители Воркуты стали свидетелями необычного природного явления, хотя, конечно, именно в Заполярье оно встречается, пожалуй, чаще, чем в остальных городах нашей страны. Северное сияние озарило своим невероятным свечением небольшой городок. Буквально за несколько секунд темное небо окрасилось яркими цветами. Лыжный сезон в столице Коми закрывается уже в эту пятницу. Последние деньки остаются на то, чтобы любителям этого вида спорта попрощаться с любимой трассой до следующего года. В день закрытия подведут и итоги городского конкурса «Сыктывкарская лыжня», который уже успел стать частью спортивной истории столицы республики как самое массовое и длительное мероприятие. В этом году что-то вот так вот меня товарищ сфоловал, говорит, давай поехали уже. И вот я сейчас начинаю вспоминать все былое, мазь, смазку. Традиционно конкурс начинается в декабре и продолжается до самой весны. По его условиям участники должны пройти дистанцию 5 или 10 километров не меньше 15 раз. Среди тех, кто выполнил условия, разыграют ценные подарки. Православные всего мира и нашей республики в том числе готовятся к светлому празднику Пасхи. И, конечно, мы уже задумываемся о традиционных лакомствах этого дня. О разнообразии куличей от Сыктывкар хлеба расскажет наш коллега Северин Арпа. Это одно из главных украшений пасхального стола. Поэтому на Сыктывкарском хлебокомбинате ежегодно готовятся к светлому празднику, предлагая на выбор несколько вариантов куличей. Традиционный, с цукатами, с шоколадными каплями, творожный, праздничный, ярко украшенный, сделанный с любовью. Они уже ждут покупателей на прилавках, а те, в свою очередь, признаются им в любви. Традиционный он очень вкусный, воздушный такой, мягкий и не черствит долго. А у вас? А мне нравится, что разнообразие есть. То есть мы можем взять и с творогом, и с цукатами, то есть не повторяться, тем самым и разные вкусы попробовать. Я думаю, что они самые лучшие здесь. Куличи от ООО «Сыктывкар хлеб» получаются такими же вкусными, как и те, что пекли наши бабушки, потому что изготавливаются по традиционным рецептам и только из свежих продуктов. Наши любимые покупатели, приходите в наши торговые точки «Сыктывкар хлеба», а также и на другие точки, и приобретайте наши вкусные куличи. В этом году на Сыктывкарском хлебокомбинате планируют выпечь более 100 тысяч куличей. Спешите и вы попробовать вкусную сдобу на Пасху или преподнести ее в качестве подарка. В любой работе есть место творчеству. Душа художника всегда найдет себе холст для самовыражения. Даже если в его руках лопата, а перед глазами заснеженный кусок асфальта, который нужно расчищать. Семен Бухарин, дворник лицея номер 25 в Ижевске, по велению именно такой души, вместо того, чтобы подметать площадку перед школой, как все остальные дворники, с помощью метлы создают рисунки из снега. А мне на днях удалось пообщаться с человеком, по которому сразу видно – творческий. Залихватские завитушки и усы подсказывают, что и профессия у него не скучная. Он создает букеты и разнообразные цветочные композиции. Чемпион России по профессиональной флористике Андрей Филоненко. Знакомьтесь. Андрей, скажите, давно занимаетесь флористикой? Уже более 10 лет. Почему вот такой выбор? Знаете, по первому образованию я биолог и долгое время взаимодействовал с растениями. Я работал в ботаническом саду, занимался ландшафтным озеленением. И из всех отраслей, которые связаны с растениями, осталась только флористика. И я попробовал. Где вы учились? Я учился очень много и в России. В Москве замечательная школа «Николь», школа с мировым именем. И учился в Европе, продолжал образование уже много лет. Флористика – это сложно или легко? Флористика сложно. У нас, к сожалению, существует такое, обывательское представление, что флористика – это легко, что там делать, там я справлюсь. И очень много молодых девочек приходят во флористику и потом сильно разочаровываются, потому что действительно работа трудная, и физически тяжелая, и эмоционально затратная, и требующая большого багажа знаний. Это все, что касается истории искусств, архитектуры, дизайна, знания теории цвета и композиции, знания по ботанике, агротехнике растений и, конечно, непосредственно знания, касающиеся ремесла флориста в профессиональной науке.
Почему физически тяжелая? Работа стоячая. Во-первых, продавец-флорист, он работает стоя. Кроме всего прочего, это довольно тяжелые условия труда. Это холодильники, это прохладные помещения, это мокрые руки. Поэтому девочки, конечно, очень страдают от отсутствия маникюра. Сколько вообще цветов существует? Вы считали когда-нибудь? Ну, в ассортименте, который предлагают производители цветов, порядка 800 позиций, вот, не считая многочисленных сортов. А что касается цветов вообще в мире, то никто из ученых не знает точное количество видов, потому что каждый год где-нибудь в удаленных уголках нашей планеты еще что-то открывают новое. Есть любимые цветы? Знаете, которые в любой композиции используются? Ну, знаете, у флориста цветок – это материал, и здесь нету места личным пристрастиям. Мы должны уметь и любить работать с любыми цветами. Все, что желает наш заказчик. А вообще психологом нужно быть хорошим или вообще это не важно? Нужно же с клиентом общаться, как-то понять? Конечно, это очень важно, и флорист – это психолог, потому что это сфера сервиса, это общение с клиентом. А кроме прочего, мы продаем не цветы, мы продаем настроение, поэтому угадать это настроение, дать человеку то, что он хочет в данный момент, помочь ему донести свои чувства и сделать так, чтобы букет понравился, чтобы какое-то оформление тематическое задавало нужное настроение. Это, конечно, все очень связано с психологией восприятия, это связано с психологией дизайна, поэтому флорист, конечно, психолог. Насколько важно флористу хорошо выглядеть? У вас очень интересный образ. Вот это нужно? Ну, вы знаете, я не просто флорист, я еще и преподаватель, и в некотором роде я вынужден, скажем так, быть достаточно яркой личностью для того, чтобы держать аудиторию. Но, с другой стороны, конечно, флорист, опять же, как работник сферы сервиса, должен выглядеть привлекательно, опрятно. Вот. Ну и потом флористы в большинстве своем люди очень творческие. Они ищут любой способ выйти за рамки обыденности, за рамки чего-то стандартного и привычного, поэтому довольно часто выглядят ярко, харизматично. Люди творческие. Сколько времени должно пройти от желания, возникнувшего желания стать флористом, до когда уже человек может себя на самом деле так называть? Вы знаете, в нашей профессии, кроме образования, еще решает опыт многое. И надо непосредственно работать с цветами. Одного образования недостаточно, но я бы сказал, не менее 5 лет. 5 лет опыта позволяет научиться чувствовать цветок и разговаривать с ним на «ты». А значение цветов – это важно? Вот есть же, не знаю, красная роза – это символ любви, вот такое. Знаете, тоже неоднозначный вопрос такой, потому что для разных этносов, для разных культур разные цветы и разный цвет несут разную символику. Сейчас у нас глобализация настолько, что настолько перемешались культуры, и ориентальные культуры, и западные культуры, и мы испытываем сильное влияние как с Запада, так и с Востока. Поэтому символика, конечно, уже немножечко отходит на второй план, но вот могу сказать, что на самом деле красные розы – это очень официальный строгий цветок, гораздо романтичнее, гораздо любовнее. Это кремовые, нежные оттенки, поэтические. Спасибо большое. Пожалуйста. Да, любите друг друга, дарите. Же не только женщинам дарить цветы, да? Да. Всем же можно дарить цветы. Любите цветы. И любите цветы. Творческий человек привносит креативные элементы во все, что он делает. Уборку, приготовление еды и даже покупки. Например, в Мегахенде. В Мегахенд приходят люди разных возрастов, разных размеров, комплекций. Татьяна, скажите, а часто ли приходят взрослые люди в Мегахенд? Я бы сказала, что у нас есть постоянные покупательницы, которой на данный момент 82 года. И она приходит со своими подружками и выбирает очень красивую, элегантную одежду. Поэтому я хочу сказать, что у нас есть одежда для разных возрастов, для разных категорий. И есть даже спортивная одежда, которая стоит намного дешевле, чем в других магазинах, спортивных магазинах города Сыктывкара. Мы записываем номера телефонов и делаем замеры, то есть снимаем мерки с покупателей, записываем их и, учитывая их пожелания, звоним их, извещаем их о том, что поступили изделия. Это вы говорите сейчас про людей, которые больших комплекций? Верно.
К нам ходят совершенно разные люди, совершенно разные комплекции. И высокие, маленькие, полные, худые, совершенно разные. И всем мы помогаем подобрать одежду. Знаю, что одно из преимуществ Мегахенда в том, что можно встретить здесь брендовые вещи. Верно, ведь у нас очень много брендовой одежды. Вся она почти брендовая, она прошла сертификацию. У нас красивая одежда. Приходите, пожалуйста, к нам. Мегахенд – это не только одежда, но и предметы домашнего обихода, предметы рукоделия, салфетки, накидки, скатерти. Все это можно здесь увидеть. Например, я хотела бы показать вам скатерть, которая вышита гладью, традиционно гладью и крестиком. В Европе она стоит больших денег. Если на наши деньги переводить, то это около 5000. У нас же она стоит 450 рублей. Далее, вот эта дорожка. Это уникальная вышивка. И она стоит всего лишь 190 рублей. Все это сделано своими руками, вручную, правильно? Да, действительно, это все сделано. Не на машинке? Не на машинке, а все это сделано вручную. Скажите, часто ли, как вообще расходится этот товар, не одежда? Этот товар расходится у нас на ура. И он очень пользуется спросом. Эта вышивка уникальна, она единична. В Сыктывкаре вы нигде не сможете приобрести такую же вышивку. И ее можно приобрести и в подарок, и оставить в наследство. Купить здесь можно и набор для рукоделия, точнее для вышивки. Останется приобрести лишь нитки мулины и продолжить начатое. Использовать это потом можно как скатерть очень долгие-долгие годы, а заодно и хвастаться перед друзьями и родными, что вы это сделали своими руками. Любое предприятие, крупное или малое, любое социальное учреждение должно быть обеспечено соответствующим уровнем охраны. Для этого многие нанимают частные охранные предприятия, которые выделяют своих сотрудников для слежения за порядком на веренной им территории. Здесь, пожалуй, лучше полагаться на крупные охранные структуры. Они в большинстве своем заботятся об имидже и профессиональной репутации. Среди таких частное охранное предприятие «Гранит». На рынке подобных услуг оно уже 14 лет. С охраной «Гранита» много промышленных объектов. Есть и банки. Компания работает в 8 регионах России, включая Московскую и Ленинградскую области. Охраняем различные объекты. 70% у нас госзакупки, а остальные промышленные объекты. Крупные очень, территориально расположенные, это объекты «Связь Транснефти», а также по всей республике. У нас объекты есть... РЖД-объекты, объекты охраняем Лукойла, то есть вот такие из крупных банков в Кирове. Личный состав охранной структуры порядка 400 человек. Все имеют удостоверение частного охранника. Регулярно проходят проверки и курсы повышения квалификации. Повышение физической формы – это для сотрудников мобильных групп только проходит. Для таких обычных охранников это не требуется, по большому счету, а проходит в рамках соблюдения законодательства, обучения закона о частной охранной деятельности, сдают экзамены, повышение квалификации. То есть это есть учебные центры у нас, где это все проходит. Алгоритм работы простой. Все охраняемые объекты заведены на единый пульт, который находится в Сыктывкаре. На него и поступает сигнал тревоги. Далее следует оперативная реакция. Тревога на объекте. Гранит 1. Гранит 1 на приеме. Номер объекта 348, тревожная кнопка. Как приняли? Сотрудники «Гранита» как в нашей республике, так и в других регионах, где они работают, взаимодействуют с правоохранительными органами и другими охранными предприятиями. Главные качества для каждого гранитовца – ответственность и профессионализм. Желаем вам творчества в каждом моменте вашей жизни. Пусть весеннее солнышко, которое будет светить все ярче и ярче, поднимает вам настроение. Ну и мы, конечно, тоже будем стараться. До встречи завтра. Пока-пока.